Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас хочу сердечно поблагодарить за ваше внимание, за ваши теплые комментарии, за ваши лайки, за ваши донаты. Огромное вам спасибо и земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что преподнесут вам следующие 7 дней? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что мне по судьбе на будущей неделе. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем знать. Прекрасно, просто прекрасно. Неделька будет удачной. Вот кому-то невероятно повезет. Здесь знак султана, хоть он и небольшого размера, хоть он и не по центру, но он все же есть. Это всегда про почести, про удачу, про везение, про реализацию, про то, что вы будете при своем интересе. Причем интерес ваш будет полностью исполнен. Если вы планировали какие-то серьезные дела, идти за каким-то разрешением, допуском, устраиваться на работу, участвовать в каких-то конкурсах, возможно, даже как на желание, да, на отношения загадывали, то следующая неделя обещает вам в этом деле успех. Успех будет, причем успех подмешан вместе с везением. Здесь и удача вам подыграет, и высшие силы вам помогут, ну и, конечно же, ваш настрой тоже сыграет главную роль. Неделя неплохая, неплохая. Будет много разговоров, будет очень много общения. У вас, знаете, прям как водоворот событий, связан с людьми. Коммуникации, встречи, общение делового характера, личного характера, родственники, все намешалось. Очень много людей вам идет в эту неделю. Кто у меня на постоянной основе сидит дома, у вас это отыграется как разговоры, например, по мессенджерам, по телефону. Ну и тоже все-таки гости, наверное, будут. У вас есть лица людей, которые вы видите. Давайте по порядочку пойдем, да? Начнем с личной жизни. В личной жизни я вижу, что кто-то кого-то будет провожать. Либо так сложатся обстоятельства и ситуации, что вам крайне будет не хватать контакта с вашим партнером. Может быть, муж будет очень много работать, тяжело, поздно возвращаться. Может быть, вы будете поглощены своими делами. Но у вас прям как скучать друг по другу будете. Если вы планировали какие-то серьезные разговоры, какие-то совместные, да, действия, то, скорее всего, не получится. Из-за занятости, из-за банально нехватки просто времени. Для тех, кто у меня общается, встречается, здесь тоже, понимаете, маленькая ложка дегтя в бочке меда. Вы будете слишком страстно заниматься своей работой, своими какими-то вопросами. У вас также может не хватить времени на то, чтобы уделить любимому человеку. Может быть, какие-то отложенные, перенесенные свидания. Также, если ваш, например, кавалер по какой-то причине, не успеет, не сможет, перенесет свидание, пожалуйста, не расстраивайтесь. Человек, будьте уверены, он там не где-то с кем-то общается, встречается, а он занят работой, какими-то серьезными рабочими вопросами. Я вижу, что люди будут немножечко как скучать друг без друга. Те, кто общается по интернету, да, вот по мессенджерам, у вас, в принципе, все стабильно, вы общаетесь, но вам чего-то не хватает, искры не хватает. Возможно, пришло время для каких-то серьезных разговоров. Возможно, пора раскрыть карты, не стесняться говорить о своих чувствах и эмоциях и дать вашему партнеру хотя бы намек, да, на то, что я отношусь серьезно, я хочу продолжения, я там жду встречи, и давай, наверное, мы с тобой начнем сближаться. Потому что партнер смотрит на вас, да, между вами вот как стеночка, что ли, идет, да, смотрит на вас, вы молчите, и он тоже молчит. Чтобы ваши отношения не зашли в тупик, их нужно, конечно, раскручивать и прокачивать.
По поводу семьи, семейных отношений. В принципе, все стабильно, все спокойно. Вот кто-то из пожилых родственников, возможно, либо если вы тоже в возрасте уже в определенном, возможно, при участии вашем, либо при участии ваших детей, да, здесь будут какие-то посещения, возможно, поликлиник, докторов, какие-то, может быть, манипуляции, да, там укольчики вам кто-то поставит, либо вы кому-то должны будете поставить укольчики, либо какие-то процедуры выполнить. То есть будете еще время уделять своим близким людям. Что касается детей, в принципе, с детьми я не вижу, чтобы были проблемы. Дети сами по себе, вы сами по себе. Здесь хотя бы также старайтесь выделять время, старайтесь, да, не могу сказать старайтесь, просто попытайтесь постараться выделить хотя бы немножечко времени, чтобы узнать, поговорить и проконтролировать, что делает ваш ребенок, чем он занимается. Потому что тихо ребеночек там будет сидеть, своими делами, так говорится, заниматься, да, и вопрос там, чем он занимается. Вы должны быть в курсе. Если вы не успеваете в течение дня, хотя бы проверяйте историю, например, браузера, да, на какие сайты ходил, что там где смотрел. А вообще это нужно контролировать. Уж как-то сильно спокойно себя ребеночек будет вести. Или детки, у кого детки есть. Так, рабочие вопросы. По рабочим вопросам, ну, здесь просто огонь. Здесь очень много дел, очень много работы, заботы, каких-то даже, может быть, переживаний. Почему-то идет суета, спешка. Вот что-то нужно успевать в срок сделать, доделать. Кто-то заболел, кто-то не вышел, кто-то кого-то подвел. И как будто бы все на ваши плечи ложится. И вы начинаете усиленно работать, стараться, пыхтеть. Пожалуйста, не идите на поводу у обстоятельств. Делайте свою работу четко. То есть, если вас кто-то стоит там сзади, подгоняет, вы человеку скажите так: успокойтесь, пожалуйста, я сделаю, проверю, а после этого только я работу сдам. Потому что есть риск в спешке совершить какую-то, ну, механическую, да, ошибку случайно. Вот просто где-то чего-то там не дописать, не доделать, не доклеить. Будьте в этом плане аккуратнее. И, конечно же, перепроверяйте все свои планы и задачи на день. Потому что есть риск того, что вы о чем-то позабудете, а потом в спешке будете пытаться наверстать, ну, момент, да, то есть в попыхах делать, заканчивать работу. Ну, не получите вы ни удовольствия, и результат будет так себе, ну и плюс еще и стресс, да, до этого дела не допускайте. Так, к тех, кто будет заниматься какими-то важными вопросами, связанными с госучреждениями, с банками, какими-то муниципальными учреждениями, все внимание на документы, на бумажки, на то, что там написано. Потому что здесь идет вероятность вот именно ошибок каких-то. Ошибок, допущенных людьми случайно, не специально, случайно. Из-за какой-то маленькой там опечатки, либо там недостающей какой-то там циферки могут быть действительно серьезные проблемы. И как будто бы заново все нужно будет начинать по кругу идти. Внимание к людям. И внимание на детали, на документы, что написано, как написано, в какой форме написано. Вот это все мы прям фокусируемся на это, да, и обращаем на все внимание. Так, еще у кого-то есть дело какое-то, ну, вот за спиной стоит, да, оно не перед лицом, но за спиной. А дело достаточно для вас какое-то муторное. Вот понимаете, что надо, но откладываете, пока это возможно. В общем, это дело уже постучится само. Знаете, вот так вот прям из-за плеча скажет: здравствуйте, а давайте-ка вы мной займетесь. Вам придется, помимо того, что у вас будет основная работа, еще какое-то дело, которое было отложено, его тоже придется решать. А особенно, если оно связано еще с другими людьми. То есть там уже, как, знаете, как давить на вас будут, да, давай. Мои хорошие, я вам могу посоветовать и порекомендовать больше времени уделять своему сну. Вам нужен ясный ум. Время, в принципе, горячее. Да, вы можете все это сделать, но тут вопрос в качестве и вопрос в том, насколько вы будете поглощены этим делом. Работа работой, но про личную жизнь, да, не забываем, потому что здесь могут быть тоже, знаете, как свои подводные камни. Что касается ваших поездок, ваших дорог, у вас много дорог, и дороги все идут открытые, это замечательно. Будьте поаккуратнее с женщинами, потому что женщины как-то на этой неделе не в духе,
если вы сама женщина, вот смотрите меня, то есть здесь тоже может быть какое-то состояние, знаете, вот в народе принято называть ПМС. Вот, можете, да, на себе почувствовать какие-то волны, да, негативные. Но все дело в настроении, все дело в вашем подходе. В принципе, если вы себя в руки возьмете, то ничего плохого не случится. Раздражительность немножечко идет. Ну, конечно, когда человек спешит вот в этом угаре, да, конечно, будет и раздражительность. Постарайтесь себя сдерживать, постарайтесь себя немножечко как-то успокаивать. Придумайте себе какие-нибудь там, ну, я не знаю, там 3-минутные отдыхи, да, чтобы вы прям могли расслабиться, отключиться, а потом опять в бой, опять в работу. Вопрос по поводу здоровья. По здоровью, в принципе, здесь я не вижу каких-то фатовых ситуаций. Ну, все как у всех, да, если вы за собой следите, соблюдаете все санитарные нормы, также правильно питаетесь и хорошо высыпаетесь, вам бояться нечего. Если вы вынуждены, да, находиться в помещении, либо ходить какие-то толпы людей, где там люди там чихают, сморкаются и прочее, прочее, то, конечно же, старайтесь держать дистанцию и понимать, что ну вот все в ваших руках, да. Если что-то и будет, но несерьезное. Что-то вот вроде как простуды, которые ну, сезонные, да, вот такие заболевания. Но и то, это у единиц отыграется. У большинства же все-таки я вижу, что все будет замечательно. Вот вам некогда болеть, вы об этом не думаете, и болезни к вам не пристают. Так, еще важный момент касается денег. На этой неделе вы получите меньше, чем ждете, либо чем надеетесь. Поэтому вам рекомендация идет не совершать какие-то серьезные траты. Денежки свои лучше поэкономить, попридержать и постараться рационально использовать ту сумму, которой вы владеете в данный период времени. Возможно, ситуация, что вам обещали, но не сделали. Возможно, что вы на кого-то либо на что-то понадеялись, но это не случилось. Поэтому денежки бережем, считаем и куда зря не тратим. Воздерживаемся от всяких спонтанных покупок. А особенно на этой неделе лучше воздержаться от каких-то серьезных, дорогостоящих покупок. У вас, понимаете, голова чем-то другим будет занята. Вы можете просто... ну вот в пылу, да, совершить эту покупку, потом поймете, что она вам особо не нужна, либо еще хуже, да, вы найдете ту же вещь, но гораздо дешевле. Поэтому отложите все серьезные покупки. Плюс еще, говорю, денежка вам нужна, особенно на выходные. У кого-то выходные будут просто замечательные. Здесь время будет проведено в каком-то очень дружном, теплом коллективе. Это может быть ваша семья, это могут быть ваши родственники, приятели. Возможно, какое-то мероприятие. Там будет тепло, там будет весело, там вы отдохнете, как говорится, и душой, и телом. Очень интересная ситуация. И еще для тех, кто у меня планировал поездку. Поездка у вас состоится, но что-то пойдет не так. Либо вы не туда поедете, либо вы не получите того результата, на который надеетесь от этой поездки. Вот как-то так сложится. В принципе, неплохо, ну такое, знаете, так-сяк, да, называется. Если вопрос ехать или не ехать, конечно же, едете. Лучше поехать, чем просто там сидеть целый день дома там в телефоне. Конечно же, поезжайте. Так, и у вас вот здесь еще выходит справедливость. Неделя у вас пойдет под справедливостью. То есть, насколько вы кропотливо, честно и самоотверженно вкладываетесь в свое дело, в свою работу, настолько вы получаете результат. Если все, как я говорила, делать в попыхах, абы сделать, результат будет соответственный. Если вы четко подходите к делу, все делаете тютелька в тютельку, результат будет просто превосходный. Понимаете, что делаете в первую очередь для себя. Не для кого-то, а для себя. И чтобы избавить себя в будущем от какой-то лишней работы, все проверяем, перепроверяем и стараемся убрать вот эту суету. И тогда у вас все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.